Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня я нахожусь с рабочим визитом в Ижме, но, как я и обещал, продолжаю ежедневно информировать вас о ситуации в республике. Что касается эпидемиологии, сегодня в республике лабораторно подтверждено 1019 случаев заболевания коронавирусом. Мы приросли на 12 человек за сутки. Всего под медицинским наблюдением находится 2277 человек, выздоровевших 446 человек. За сутки мы выздоровели на 21 человек. Конечно же, главная новость, которую я и должен вам доложить, и которую, я думаю, что вы ждете, это ситуация с продлением режима ограничений. Мы сегодня, я здесь же, будучи в Ижме, провел оперативный штаб республиканский, еще раз проанализировали ситуацию по коронавирусу в республике. Посмотрели, что происходит в очагах. Самое главное, как я вам докладываю каждый день, это у нас сегодня вахтовые бригады, которые, к сожалению, нам вот общую картину портят. И самое важное, что это не то, что мы, допустим, сегодня один день снизились, а нам нужно, чтобы неделю мы держали коэффициент РТ, вы все уже знаете, это коэффициент распространения не более единицы. Вот сегодня он снизился у нас, он 1,7, но тем не менее вот этот ежедневный прирост, который нам давали вахтовики вот последнюю неделю, совершенно точно не дает нам возможности в полной мере вводить послабление по первому этапу. Поэтому мы сегодня приняли решение о продлении режима ограничений до 30 мая включительно. Те ограничения, которые были введены, снятие ограничений, которые были с 15 мая действовать, они продолжают действовать. Еще раз напоминаю, это 3 у нас основных пункта. Занятия на свежем воздухе, физкультурой и спортом, но не более чем по 2 человека, прогулки тоже не более чем по 2 человека, в обязательных средствах защиты, это перчатки и маски, и посещение бань без парных и саун. Еще раз напоминаю, что у нас продолжает действовать ограничения для людей старшего поколения, и они должны оставаться дома, вот, несмотря на то, что, повторяю, это всем уже надоело. И еще раз подчеркиваю, что люди, которые работают, им продолжает сохраняться оплата больничных листов по 29 мая включительно, и поэтому вот именно людям, у которых 65 лет и старше, и при этом они работающие. Поэтому мы вышли на 30 мая, исходя еще и из этого. Но все-таки 30 мая, это мы рассчитываем, что мы будем все-таки, вот начиная где-то с 23 мая, все-таки начинать снижаться. В Ижме я, конечно же, провел сегодня еще встречу с представителями общественности, но хочу сказать, что вот очень заинтересованные люди, очень живой, продуктивный, откровенный разговор. И, конечно, мне очень вот радостно, что люди душой болеют, душой и сердцем болеют за свою территорию. Болеют за то, что там плохо или недостаточно быстро строятся школы, ремонтируются школы и больницы, дороги. Конечно, вопрос газификации встал, вопрос занятости населения, поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Ну и еще очень много вопросов, которые мы успели обсудить. И очень многие вопросы на самом деле могут быть решены уже в ближайшее время. Они не требуют денег, они требуют просто правильного подхода в изменениях нормативной документации, в изменении мер реагирования на те запросы, которые идут, вот, например, с Ижемского района, что я, безусловно, сделаю, и вот как вернусь, проведу заседание правительства специально по Ижме и по тем вопросам, которые мы обсудили. Еще одна очень серьезная тема, это появившаяся в последнюю неделю вопрос объединения НАО и Архангельской области. Сегодня, кстати, тоже на встрече с общественностью мне этот вопрос был задан одним из первых. Какое мое отношение к этому? Тем более, что появилось еще прямо вчера, там, позавчера
новость, что это не два объединения, то есть не два субъекта, Новая Архангельская, еще и Коми республика. Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу. Она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Вот если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, да, тогда это может иметь место быть. Если же это какое-то функциональное принятие решения без мнения людей, проживающих на территории, это заведомо провальный вариант. Поэтому, конечно, я еще раз хочу вам сказать, пожалуйста, не поддавайтесь каким-то настроениям, что это уже вопрос решенный, что это действительно имеет место быть. На самом деле это некая гипотеза, которая обсуждается, свое отношение я к этому высказал. И хочу еще подчеркнуть, что, конечно, ведь если уж брать статус республики, да, который сегодня у Республики Коми есть, то это значительно выше статуса области или автономного округа. Тем более мы в следующем году с вами празднуем столетие Республики Коми. Поэтому я думаю, что мы должны готовиться именно к столетию Республики Коми и отметить этот юбилей достойно людей, жителей и тех коренных народов, которые проживают в Республике Коми, вот именно столетие Республики Коми. На сегодняшний день это вся информация. Я сегодня из Ижмы переезжаю в Усть-Цильму. Завтра там провожу работу в связи с паводком. Там есть действительно вопросы, которые нужно решать на уровне ВРИО главы. Отработаю завтра там, и если все нормально, то в пятницу возвращаюсь в Сыктывкар. Всего вам самого доброго. Завтра, скорее всего, встречу с вами проведу из Усть-Цильмы. Не болейте, до завтра.